Передвижная ярмарка вакансий – это 600 рабочих мест для желающих трудоустроиться в крупные предприятия республики. Завод АТМ, швейная фабрика, птицекомплекс «Южный» и другие. Российские студенческие отряды предлагают работу даже за пределами региона. Организация занимается временным трудоустройством студентов очной формы обучения. Имеется в виду как временное устройство на работу, так и постоянное. Зимняя межрегиональная студенческая стройка «Мирный атом». То есть здесь в основном численность участников 185 человек. Большинство должны юноши, именно девушек немножко поменьше. В основном какие виды работы? Это штукатурно-малярные, отделочные и демонтажные. Но это заполнено с 10 января по 29 февраля 2024 года. Это все в Ингушетии, да? Нет, это Челябинская область. Мы представляем разные регионы, именно не только в Ингушетии. Работа в разных регионах. Допустим, здесь еще есть Сосновый Бор, студенческая стройка, город Сосновый Бор, Ленинградская область. В каждой из этих палаток представлена вся информация о предлагаемых вакансиях. Соискатели могут разузнать об условиях работы, графике, оплаты, о бонусах и тарифах. Для жителей Малгобекского района, к примеру, будет удобным подрабатывать в птицекомплексе «Южный». Есть вакансии и даже для тех, у кого свободного времени не так много, или для желающих трудиться в выходные дни. Несколько вакансий я могу сейчас перечислить вам. Это, например, обвальщик тушек. Там график работы такой довольно-таки приемлемый, и зарплаты тоже средние, если смотреть относительно зарплаты нашего субъекта, достаточно неплохие зарплаты, и график работы тоже приемлемый. Например, как раз-таки обвальщик тушек, график работы 5/2, зарплаты 25 тысяч рублей. Вот. Потом обработчик и упаковщик тушек тоже. Это график работы тоже 5/2 и зарплата также 25 тысяч рублей. То есть каждый может подобрать то, что ему больше подходит, ему что больше по душе. Вакансии есть различного типа. Тимур Багаев из Карабулака уже присмотрел несколько вариантов и выбрал для себя самый подходящий. Я присмотрел для себя довольно интересную работу, связанную с птицеводством. Там и зарплаты такие неплохие. Вы ищете сезонную работу или круглогодичную? Как у вас вообще со свободным временем? Вообще, так как я учусь, то либо на выходные, субботу, воскресенье, либо же на летние каникулы. А оплата устраивает? Оплата там хорошая, да, устраивает. Центр занятости населения Сунжинского района ознакомливает пришедших на ярмарку вакансий с интернет-порталом «Работа в России», куда каждый сможет зайти и посмотреть вакансии. В основном я провожу работу именно по представлению портала «Работа в России», потому что наши соискатели, наши безработные понимали, где это все можно взять, сидя у себя дома, да, потому что мы понимаем, что у всех у нас есть телефоны, есть интернет, мы спокойно можем зайти, посмотреть. В рамках федерального законодательства все предприятия, все работодатели обязаны представлять информацию на этом портале о наличии вакансий, какие вакансии, заработная плата и так далее. И наши предприятия всю эту информацию выставляют там. По данным Центра занятости населения, в регионе насчитывается более 24 тысяч безработных. И проведение таких ярмарок для молодых – хорошее подспорье. Наши соискатели, наши безработные, они сами должны быть заинтересованы в поиске подходящей работы, да, быть мотивированными, да, чтобы им было интересно. В республике и за пределами у нас очень много вакансий, которые представляются работодателями в Российской Федерации. Также мы хотели довести информацию о той работе, которая проводится с Самарской областью, да, где мы непосредственно видим, сколько вакансий предложено Самарской областью, где такой крупный гигант, как АвтоВАЗ, тоже представляет большое количество вакансий. Именно эту отрасль я хотел бы, чтобы наша молодежь заинтересовалась именно данными вакансиями. Передвижная ярмарка вакансий организована Комитетом по делам молодежи, и помощь в проведении оказывают волонтеры. Для пришедших на ярмарку проводят веселую викторину. Организован бесплатный кофе-брейк. У нас на данный момент, как я уже сказал, присутствует около 600 вакансий. Это не только в нашей республике, но и за пределами нашей республики. В основном за пределами нашей республики вакансии есть у российских студенческих отрядов. В нашей республике в основном у нас больше вакансий у работы 06 и также у Центра занятости Сунжинского района. Также мы здесь рекламируем сегодня наш благотворительный проект «Безликий». Это проект, который направлен чисто для нас, для ингушей. И здесь есть волонтеры, которые раздают буклеты, чтобы наши жители, которые сюда приехали, скачали приложение и занимались благотворительностью. Там на данный момент идет сохранение ингушского языка. Следующую ярмарку вакансий организаторы планируют провести в Малгобеке 6 ноября, затем 10 в Магасе. Адам Мережков, Султан Магушков, Новости 24.